Ну что, друзья, скрасив наш полдень звучанием композиции от Макса Барских, у нас в студии появляются необычные гости. Сегодня поговорим об актуальных вопросах энергоснабжения. Сегодня у нас в студии Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта Якутскэнерго, и Дмитрий Иннокентьевич Попов, главный специалист группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения энергосбыта Якутскэнерго. Добрый день, спасибо, что к нам пришли. Добрый день. Добрый день. Сегодня поговорим о вопросах энергоснабжения. И первый вопрос, Татьяна Николаевна, будет адресован вам. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям о том, какими способами граждане могут вносить плату за электроэнергию. Всем еще раз добрый день. Компания Якутскэнерго предлагает потребителям достаточно широкий выбор способов оплаты коммунальных услуг. Прежде всего, хотелось бы отметить, дистанционные сервисы энергосбыт рекомендуют воспользоваться онлайн-способами оплаты. Ведь онлайн-сервисы значительно экономят время. Потребители могут вносить платежи, не выходя из дома или офиса. Онлайн-оплату коммунальных услуг, которые поставляет Якутскэнерго, можно производить, во-первых, через сайт Якутскэнерго, через личный кабинет, без регистрации в личном кабинете через раздел «Оплатить банковской картой» на главной странице сайта. Алгоритм оплаты пошагово прописан на сайте, и он абсолютно несложный. Оплата через сайт Якутскэнерго принимается без комиссии. Платеж поступает на лицевой счет потребителя день в день. Если возникают вопросы по оплате через сайт Якутскэнерго, то можно обратиться в контакт-центр энергосбыта по номеру 8 800 122 05. Прием заявок ведется в рабочие дни с 8 утра до 18:00 без перерыва. Также можно направить свои вопросы через сайт Якутскэнерго, через личный кабинет или через раздел «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта. Хорошо, мы с вами выяснили, что можно заплатить через сайт. Есть ли еще какие-то способы оплатить онлайн свои счета за электричество? Да, безусловно, конечно. Также можно вносить онлайн-платежи через Сбербанк онлайн, через мобильные приложения, такие как Газпромбанк, Росбанк, ВТБ, Россельхозбанк, через портал ГИС ЖКХ, через мобильное приложение Квартплата Плюс, либо платежный кабинет системы «Город». И также отмечу, что платежи через Сбербанк онлайн принимаются без комиссии. Через Сбербанк онлайн можно заплатить по QR-коду, который размещен в квитанции. Оплата через приложение банков поступает на лицевые счета потребителя в течение 3 рабочих дней. Производить оплату через мобильное приложение банков также несложно. Оплата в таких случаях производится через приложение платежей, либо оплата услуг. Хорошо, теперь поговорим с вами, Дмитрий Иннокентьевич. Что делать юридическому лицу? Куда ему направлять показания приборов учета? Потребители и юридические лица могут направлять показания своих приборов учета по электронной почте, по тепловой энергии на адрес электронной почты sbyt@yakutskэнерго.ру, по электроэнергии и горячему водоснабжению на pu.gre@yakutskэнерго.ру. Данные адреса у нас размещены на сайте и в социальных сетях указаны. Хорошо, а если идет потребитель у нас не юридическое лицо, а физическое, ему понятно, что надо указывать номер лицевого счета, как узнать в таком случае свой лицевой счет? На сайте ПАО Якутскэнерго действует сервис «Узнай свой лицевой счет». Ссылка размещена на главной странице сайта. Потребителю необходимо только внести свой адрес, и сразу же появится информация с лицевым счетом. Сервис очень прост в пользовании и удобен. И снова вернемся к юридическим лицам. Как производить оплату онлайн юридическим лицам? Все-таки здесь, наверное, есть какие-то свои подводные камни. Да, юридические лица могут оплатить с помощью Сбербанк Бизнес Онлайн по реквизитам указанном счете, либо через мобильное приложение Сбербанк онлайн. У нас там есть специальный раздел для юридических лиц. Потребители должны обязательно указать номер договора для корректной разноски. Хорошо. Друзья, мотайте себе на ус эту очень полезную информацию. Мы после небольшого перерыва обязательно вернемся, а вы уже пишите нам свои вопросы, которые могут вас заинтересовать. А наши гости сегодня — это Татьяна Николаевна Шарафудинова и Дмитрий Иннокентьевич Попов. С удовольствием на них ответят. Номер WhatsApp, напомню, 8 924 567 105 7.
Дорогие друзья, вот после такого небольшого перерыва мы снова вернулись. И сегодня мы говорим об актуальных вопросах энергоснабжения. Сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта Якутскэнерго, и Дмитрий Иннокентьевич Попов, главный специалист группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения энергосбыта Якутскэнерго. Мы уже поговорили о том, как можно оплатить счета за электричество, куда юридическому лицу показывать показания приборов учета, нужно ли указывать номер лицевого счета, как в таком случае поступать. Сейчас мы поговорим немного о другом. У нас на календаре 1 декабря, и это явно время перемен. Как в настоящее время работают кассы энергосбыта, если кто-то хочет вот прямо сегодня пойти оплатить? Хочу отметить, что у Якутского отделения энергосбыта 21 пункт приема платежей. На сегодняшний день, это то есть на 1 декабря, работает 19 пунктов приема платежей. Не функционирует пока что это Бабушкина 3 и Богатырева 11/3. Также хочу отметить, что самый крупный пункт приема платежей – это Центр обслуживания потребителей Якутскэнерго, расположенный по адресу город Якутск, Федора Попова, 21, работает по прежнему режиму с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 утра до 6 вечера и в воскресенье с 10 утра до 5 вечера без перерыва. Также информацию о режиме работы касс обновляется еженедельно по четвергам и размещается на сайте Якутскэнерго. Рассылается в СМИ, на страницах Якутскэнерго и в социальных сетях. Это Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Еще можно узнать о работающих кассах и режиме работы, о каких-то изменениях, позвонив в контакт-центр энергосбыта 8 800 122 05 в рабочие дни с 8 утра до 6 вечера без перерыва. Так, это очень полезная информация. На самом деле, друзья, обратите внимание, что сейчас график изменился, и если что, вы всегда можете отследить, потому что мы уже выяснили, что еженедельно эта информация обновляется. 2020 год нам вообще показал такую систему, что сейчас все переходит в дистанционный формат. Как дистанционно передать показания счетчиков, если, допустим, нет времени или нет желания прийти и очно встретиться с представителями организации Якутскэнерго? Вообще энергосбыт рекомендует потребителям воспользоваться дистанционными сервисами. В настоящее время помимо онлайн-оплаты удаленно можно и передавать показания приборов учета, направлять заявления о заключении прямых договоров, направлять заявки на техосмотр, пломбировку прибора учета, направлять заявления на заключение соглашения о реструктуризации задолженности, направлять обращения по другим вопросам. И потребители могут дистанционно направлять заявления, заявки, обращения также через личный кабинет на сайте. Если нет регистрации в личном кабинете, то через раздел «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта Якутскэнерго, либо на почтовый адрес энергосбыта по индексу 677009, город Якутск, Федора Попова, 14/2, энергосбыт, ПАО Якутскэнерго. Также можно передавать на электронный адрес sbyt@yakutskэнерго.ру. Также бы хотелось добавить то, что Якутским отделением энергосбыта началась работа по направлению приглашений на электронный документооборот юридическим лицам через систему Контур-Диадок. Так что, уважаемые потребители, те, кто пользуется системой Контур-Диадок, проверяйте, пожалуйста, нашу рассылку, и мы вам будем направлять документы уже на счета фактуры, акты выполненных работ через электронный документооборот. А вот представьте себе такую ситуацию, что не обратили внимания, так случилось, что прислали письмо, была действительно рассылка, но как-то оно забылось, дела, и организация давно не передавала показания. Что делать в этой ситуации? Кто виноват? Если юридические лица давно не передавали показания, более 2 расчетных периодов, то необходимо направить заявку на снятие контрольных показаний приборов учета. Наши специалисты выйдут, составят акт снятия контрольных показаний, и расчет по прибору уже будет производиться после составления данного акта. Эту заявку потребители могут направить по электронной почте на приемную sbyt@yakutskэнерго.ру. Хорошо, а если предприятие передало все-таки показания, но сделало это неправильно? Все-таки мы люди, имеем право на ошибку. Как быть здесь? Да, все могут ошибаться. В случае некорректного предоставления показаний необходимо направить также заявление по электронной почте на приемную Якутского отделения.
И все, получается, эта история закончена. Просто обратиться, и там уже будут разбираться. Никто не ругается, никто... Нет. Наши специалисты отработают данную заявку, и расчет по показаниям будет сделан. Очень хорошо. Дорогие друзья, мы снова прервемся на небольшую музыкальную паузу. Напомню, наш номер WhatsApp. Мы ждем ваших вопросов. 8 924 567 105,7. Также можете звонить нам в студию. Номер телефона 428-444. Вопросы тоже ваши примем. Радио СТВ на связи. Дорогие друзья, сегодня говорим в этот прекрасный декабрьский полдень об актуальных вопросах энергоснабжения. Сегодня у нас в студии гости. Это Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта, и Дмитрий Иннокентьевич Попов, главный специалист группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения энергосбыта. Мы уже поговорили о том, как оплачивать и какие есть способы, что делать юридическому лицу, что делать физическому лицу. Выяснили, что не будет ничего страшного, если показания приборов учета были переданы неправильно, и если организация давно не передавала показания, тоже есть свои нюансы. Сейчас мы поговорим, есть еще один вопрос, куда обращаться, если потребитель не получил счета на оплату энергоресурсов? Для взаимодействия и решения всех возникающих вопросов мы рекомендуем обратиться по телефонам группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения энергосбыта. По телефону, либо по телефонам своих кураторов. Если вы не знаете данные номера, то можете позвонить главному специалисту 49 70 61. По тепловой энергии и горячего водоснабжения 49 70 44. Хорошо, вот у нас как раз сейчас мы позадаем вопросы от слушателей. Есть один из таких, что бывают такие случаи, когда представители недобросовестных организаций представляются работниками энергосбыта, вводят граждан в заблуждение, принуждают к замене приборов учета электроэнергии. Что делать в такой ситуации и как не попасться на удочку к мошенникам? В этом случае я хотела бы сказать, что у специалистов энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» всегда есть спецодежда с логотипом и при себе удостоверение. Вы имеете право запросить у сотрудника удостоверение, чтобы удостовериться, работник он, либо нет. То есть жилец, который живет в квартире, имеет полное право, и сотрудник не имеет, не то, что не имеет он обязан предоставить. Он обязан предоставить. Хорошо. Мы это выяснили, так что, друзья, будьте бдительны, если вам предлагают такие услуги, всегда просите удостоверение и все-таки включайте свое внутреннее чутье. И есть еще как раз один вопрос, сейчас мы с ним быстренько разберемся. Здравствуйте, хочу подключить металлический утепленный гараж к электроэнергии. Существует ли такая возможность? Если да, то как это сделать? Данным вопросом занимаются центральные электрические сети, поэтому я бы порекомендовала бы обратиться на Федора Попова, 21. У нас есть консультативные окна. В принципе, с 8 утра до 4 вечера они могут проконсультировать. Так что, дорогой товарищ, обращайтесь на Федора Попова, вам обязательно там ответят. Мы вернемся к нашим вопросам энергоснабжения. Много задают о реструктуризации задолженности. Вообще, напомните, пожалуйста, вкратце, что это такое, условия реструктуризации долгов за свет и за тепло. Хотела бы отметить, что Якутскэнерго идет навстречу потребителям, давая возможность погашать задолженность в рассрочку. Соглашение может быть заключено при условии, если потребитель оплатит первоначальные 30% от суммы долга, но на сегодняшний день существует акция до конца года 10% от суммы долга. Люди могут оказаться, конечно, в различных жизненных обстоятельствах, поэтому возможен индивидуальный подход. При этом уточним, что, заключив соглашение, потребитель должен не только погашать задолженность по графику, но и платить за текущее потребление. Для заключения соглашения о реструктуризации задолженности необходимо обратиться в Центр обслуживания потребителей по улице Федора Попова, 21. Напомню, режим работы в рабочие дни с 8 утра до 8 вечера без перерыва, в субботу с 9 утра до 6 вечера без перерыва. А скажите, если потребитель заключает договор, о реструктуризации, или по-другому назовем это соглашением, закрепляется ли за ним такой человек, скажем, куратор или менеджер, что-то в этом духе?
У нас есть специалисты, которые занимаются данными вопросами. Заявление с пакетом документов поступает специалисту для работы, и по контактам, которые оставлены заявлением потребителям, это либо электронный адрес, либо телефон, связываются, ну и отрабатывают данный момент. И в случае, если недостаточно документов, либо какие-то индивидуальные подходы, не все могут даже 10% оплатить от суммы задолженности, тогда рассматривает центральная комиссия. Хорошо, а какие документы нужны для этого заключения соглашения? Вот вы сказали о том, что в какой-то момент их может быть недостаточно или... Ну, вообще перечень документов существует для двух видов жилья. Это приватизированное жилье, либо вот частная собственность, да, либо муниципальное. Вот для приватизированного жилья копия паспорта заявителя, правоустанавливающие документы на жилое помещение, ну, либо это свидетельство на право собственности, или выписка ЕГРН. Справку формы 3 о составе семьи, копия документов всех собственников, паспорт, либо ИНН, СНИЛС. Если вы не являетесь собственником жилого помещения, то доверенность. Вот мы вспоминаем о том, что мы в 2020 году находимся. Дистанционно ли можно подать подобное заявление? Дистанционно можно подать. Еще бы хотела отметить вот по поводу муниципального жилья, да, вот муниципальное ведомственное жилье, копию паспорта, тоже правоустанавливающие документы на жилое помещение, договор найма, ордер, справка формы 3, копия документов всех зарегистрированных в жилом помещении, паспорт ИНН, либо СНИЛС. Ну и опять-таки доверенность, если не являетесь нанимателем. Все эти документы можно передавать как и через заявление нарочное на Федора Попова 21, либо в приемной Якутского отделения на энергосбыта Федора Попова 14/2, либо дистанционно через личный кабинет на сайте Якутскэнерго. Если нет регистрации в личном кабинете, то через раздел «Задать вопрос энергетикам» на главной странице сайта, ну, также через электронный адрес sbyt@yakutskэнерго.ру. И в случае, если мы очно не работаем с потребителями, у нас организован ящик для сбора корреспонденции, расположенный по адресу Федора Попова 14/2. Хорошо. В заявлении, я извиняюсь, необходимо указать адрес электронной почты потребителя, а также контактный телефон, для того, чтобы мы могли связаться, ну и подписание соглашения в электронном виде осуществить. А напомните, пожалуйста, Татьяна Николаевна, телефон, куда человек в первую очередь должен обратиться, чтобы выяснить все вопросы, а уж потом, по мере поступления, задавать их на электронную почту или... Если возникают вопросы, то можно обратиться в контакт-центр энергосбыта, либо обратиться, в принципе, можно и на мой рабочий телефон 49 71 93. Вот. Хорошо. А если у вас сейчас, в данный момент, друзья, появляются вопросы, я напомню, что для этого существует наш WhatsApp 8 924 567 105,7. Мы снова прервемся на небольшую музыкальную паузу, после чего обязательно вернемся и продолжим говорить об актуальных вопросах энергоснабжения. Взбодрившись звучанием от исполнителей под псевдонимом Капитан Джек, мы возвращаемся к актуальным вопросам энергоснабжения. Сегодня у нас в студии гости. Это Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта, и Дмитрий Иннокентьевич Попов, главный специалист группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения энергосбыта. Мы говорили сегодня о многом, о том, куда подать показания приборов учета, что делать, если показания приборов учета были переданы неправильно, есть ли способы онлайн-оплаты. Поговорили также недавно и о реструктуризации задолженности. Сейчас мы поговорим о том, что снова, возвращаясь к проблеме 2020 года в связи с известной пандемией, одной из мер поддержки населения стало то, что с 1 апреля не начисляются пени за просрочку оплаты коммунальных услуг. Как быть потребителям, у которых были начислены пени до 1 апреля этого года? Да, правительство Российской Федерации приняло ряд мер поддержки граждан в период пандемии. Правилам предоставления коммунальных услуг, то есть постановлением правительства Российской Федерации номер 424 от 2 апреля 2020 года внесены изменения. Потребителям, допустившим просрочку платежей с 1 апреля 2020 года до конца этого года не начисляются пени. Но в дополнение к этому Якутскэнерго приняло решение о проведении акции по списанию пени, начисленной до 1 апреля 2020 года.
Вот чтобы аннулировать пени, начисленные до 1 апреля этого года, потребители должны направить заявление в отделение участка энергосбыта по месту жительства. Также хочу сказать, что для списания пени гражданам необходимо направить следующий пакет документов. Это заявление с приложенной копией паспорта, СНИЛСа либо ИНН, документ, подтверждающий право на жилое помещение, выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации права, договор социального найма, ордер, и другие, Документы должны быть предоставлены по каждому собственнику либо нанимателю. Заявление пишется в свободной форме, обязательно указывается точный адрес, фамилия, имя, отчество собственника, контактные данные, номер мобильного телефона, электронный адрес. И хотела бы напомнить, что необходимые документы можно направить дистанционно через сайт Якутскэнерго, рубрика «Задать вопрос энергетикам», либо через личный кабинет на сайте, через электронный адрес sbyt@yakutskэнерго.ru. И хочу заметить, что акция проводится до 31 декабря 2020 года. Это потрясающая акция, я считаю, это очень хороший такой метод для того, чтобы пойти навстречу гражданам нашей страны. Дмитрий Иннокентьевич, у вас есть что добавить? Да, я бы еще хотел вопросу? добавить по юридическим лицам. С 1 декабря при отсутствии задолженности на 1 декабря либо при полном погашении основного долга для юридических лиц проводится акция по списанию пеней. От юридических лиц необходимо также заявление и подписанный акт сверки. Также заявление может быть направлено на электронную почту, либо уже напрямую по Федорова Пола 14/2 в приемное якутского отделения написано. Хорошо. Мы сегодня говорили о том, что можно дистанционно передать показания счетчиков, о том, что можно дистанционно или же онлайн заплатить за свет, а как удаленно подать заявку на техосмотр счетчика? Подать заявку на техосмотр или опломбировку прибора учета можно непосредственно также через личный кабинет, который на сайте Якутскэнерго расположен, через сайт Якутскэнерго без регистрации в личном кабинете, это ссылка «Задать вопрос энергетикам», либо электронный адрес sbyt@yakutskэнерго.ru. И в случае, если мы закрыты от точного приема потребителей в связи с пандемией, то с помощью ящика для сбора документов, расположенного по адресу Федора Попова, 14/2, здание энергосбыта. В заявке на технический осмотр, хотелось бы заметить, вот эксплуатацию прибора учета должны быть следующие сведения о потребителе, это фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющие личность, контактный телефон. Также об установленном счетчике должны быть сведения, это прилагаемая дата ввода в эксплуатацию, тип, заводской номер счетчика, место его установки, сведения об организации, осуществляющей монтаж, показания на момент установки. И к заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результат прохождения последней поверки. За исключением, если это прибор учета не новый. У нас есть еще два вопроса, точнее, один вопрос, другой привет, как в известной поговорке, новость плохая, новость хорошая. Начнем с вопроса. Я взял ипотеку в новостройке год назад, до сих пор там не живу, не оплачивал до сих пор. УК, которая нас обслуживала, обанкротилась и более не обслуживает. Как можно узнать долг? Можно ли в таких случаях оплатить без пений и штрафов? Расходов по электроэнергии и водоснабжению нет. Здесь я бы хотела, наверное, более подробно с потребителем поговорить на эту тему, потому что есть два варианта. Если вы оплачивали ранее в управляющую компанию, и которая сейчас обанкротилась, то у вас должна быть новая управляющая компания. Соответственно, задолженность можно узнать там. Либо если вы на прямых договорах находились с ПАО Якутскэнерго, то бишь оплачивали напрямую ПАО Якутскэнерго за энергоресурсы, предоставляемые, здесь тогда вопрос в следующем. Если вы не проживали и у вас есть прибор учета, то мы можем сделать акт техосмотра. И на основании акта техосмотра, соответственно, произвести перерасчет. Предлагаю созвониться со мной после обеда 49 71 93. С 2 часов я буду на рабочем месте. Обязательно запомните этот номер, возможно, в будущем он вам пригодится. И вот это уже летит привет, не вопрос. Можно передать привет юристам, которые в кабинете исполнительной дирекции Якутскэнерго, так хочется услышать. Собственно говоря, привет был передан. На сегодня наши вопросы исчерпаны. Подходит наш эфир к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? В заключение хочется потребителям нашим
напомнить, чтобы они не забывали платить за коммунальные услуги, и пожелать доброго здоровья, благополучия, тепла и уюта в ваших домах. Берегите себя и своих близких. Дмитрий Иннокентьевич. Ну, хотелось бы пожелать всем нашим потребителям крепкого здоровья в это нелегкое время. Ну и чтобы все родные и близкие были здоровы. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были Татьяна Николаевна Шарафудинова, главный специалист группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения энергосбыта, и Дмитрий Иннокентьевич Попов, главный специалист группы расчетов энергоресурсов Якутского отделения энергосбыта. Большое спасибо, что пришли. Хорошего вам дня. Ну а вы, дорогие друзья, не забывайте, что на календаре 1 декабря, это значит, что до Нового года остались считанные дни, и в Новый год лучше всего входите без долгов, тем более за электроэнергию. За электроэнергию. За электроэнергию.